Здравствуйте. Это «Детали дня». В последние годы немало говорят о кризисе профессионализма на рынке труда. Людей с высшим образованием все больше, но истинных профессионалов среди них все меньше. Уже через несколько месяцев школьники начнут сдавать государственные экзамены. С будущей профессией нужно определяться уже сейчас. О проблемах и перспективах образования в Коми поговорим в ближайшие полчаса. Сегодня у 54% граждан есть диплом о высшем образовании. Для сравнения, в 80-х годах прошлого века высшее образование было лишь у 25% населения. По данным Министерства образования в республике, 2 федеральных вуза, 1 республиканский и 4 филиала. 20 тысяч студентов получают высшее образование. В 31 учебном заведении 19,5 тысяч студентов получают среднее образование. То есть количество студентов, стремящихся получить дипломы высшего и среднего образования, примерно на одном уровне. О том, что значат эти цифры для республики, поговорим сегодня с начальником отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Коми Светланой Суриной. Светлана Викторовна, добрый вечер. Давайте начнем как раз-таки с цифр статистики. Опираясь на них, можно ли сказать, что популярность высшего и среднего образования сегодня примерно на одном уровне? Отражают ли эти цифры веление времени? Среднее профессиональное высшее образование, насколько они одинаковы, наверное, сейчас так нельзя говорить. Для выпускников 9 классов, конечно, более востребованы программы подготовки рабочих и специалистов среднего звена, так называемое среднее профобразование. Для выпускников 11 классов, наверное, более высокая планка – это высшее образование. Но насколько востребовано среднее профессиональное либо высшее образование – очень легко обсудить по статистике. Если 5 лет назад у нас количество вузов и филиалов вузов было равно 40 единицам, 40, то сейчас мы с вами обозначили, что их меньше 10. При этом количество... 7 вузов всего. 7 вузов. При этом количество студентов снизилось с 40 тысяч человек в республике до 20 тысяч человек. Светлана Викторовна, сокращение количества студентов с чем связано? Ужесточились требования у вузов или осталось мест меньше? В том числе и ужесточение требований при поступлении. Сейчас единый государственный экзамен является обязательным условием при поступлении. Если ранее можно было сдавать экзамены в традиционной форме, то теперь ЕГЭ – это обязательная форма. В каком году ты бы не закончил школу, 5 лет назад, 10 лет назад, либо сейчас, все равно это единый госэкзамен. Но среднее профессиональное образование при этом остается общедоступным. И количество учреждений среднего профобразования, так называемых техникумов, колледжей в республике не уменьшилось. Они востребованы на местах и носят такой муниципальный характер. Их количество не сокращается, они востребованы и нужны именно точно во всех муниципалитетах. Светлана Викторовна, а такое сокращение количества вузов, оно с чем связано все-таки? В том числе и с жесткой политикой Министерства образования и науки Российской Федерации. Было поручение президента значительно повысить качество подготовки системы высшего образования. И тогда было принято решение о том, что филиальная сеть она должна принципиально уменьшиться на 80%, понимая, что студенты должны учиться в так называемых больших головных вузах. А получается, это были какие-то маленькие вузы, которые там непонятно кто учил, да, там непонятно сколько было студентов. С этим все связано? Да, количество 40 в республике – это в основном филиальная сеть. Причем их очень много было негосударственных. Тогда количество выпускников системы общего образования было достаточно большое, и все желали получать высшее образование платно, бесплатно. Сейчас приоритеты несколько иные. В этом году в конце февраля в Сыктывкаре пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia. Говоря по-русски, это чемпионат рабочих профессий, который также называют Олимпиадой для рабочих рук. Подробнее в нашем сюжете. Для Республики Коми грядущий региональный чемпионат WorldSkills Russia уже второй по счету. До этого 8 республиканских молодых кондитеров и шоколадье соревновались в создании сложных композиций конфет из шоколада и карамели. За каждым действием внимательно следят члены комиссии, а на расстоянии с экрана наблюдают главные эксперты. В их числе будущие работодатели. Специалистов в этом редком деле в республике практически нет, а те, кто начинают делать успехи, обычно сразу перебираются в центр. Так что кондитерам, а тем более шоколадье, в наших заведениях рады всегда. Критериев оценки в чемпионате немало. От вкуса блюда до цветовой гаммы. Иначе нельзя, ведь стандарты WorldSkills к качеству предъявляют высочайшие требования.
Ты видишь, что с каждым годом люди готовятся, делают лучше, больше, качественнее, что есть прогресс. Когда вначале мы начинали и была такая серия, извините, не получилось, а сейчас люди темперируют шоколад и вот делают какие-то фигуры из карамели, это делают уверенно. И это вдохновляет, потому что нас ждет Казань 2019, где мы собираемся побеждать. В этом году студенты со всей республики будут показывать в Сыктывкаре свое мастерство уже по 9 компетенциям, среди которых помимо поварского дела есть и сухое строительство, и сварочные технологии, и штукатурные работы. Сегодня в международной организации WorldSkills принимают участие 72 страны. В структуру чемпионатов входит 45 профессиональных компетенций. Цель одна – популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. Светлана Викторовна, вот говорят, нынешнее поколение руками работать не умеет. Вы с этим согласитесь? Не совсем. Если посмотреть стандарты подготовки рабочих и специалистов среднего звена, то 50% времени, 50% учебного плана именно идет на практические занятия. Это достаточно много. Раньше такой роскоши не было. 30-35%. Более того, мы сейчас говорим о новой системе подготовки, так называемое дуальное образование. Что такое дуальное образование? Когда студент в период обучения уже на практике знакомиться со своим работодателем. То есть половину времени рабочего, учебного, он должен проходить уже на предприятии. Соответственно, он уже изначально понимает, что такое корпоративная этика, он понимает, что такое рабочая профессия, он уже руками пробует, как мы говорим, свое рабочее место. А вот давайте перейдем как раз-таки к качеству образования в СУЗах. Какой критерий главный? Это умения, навыки выпускников или все-таки их востребованность на рынке труда? Умения, навыки – это обязательно компоненты образовательного процесса, но, конечно, востребованность – это наиболее яркий и серьезный показатель о республике и России в целом. Среди СУЗов республики, пожалуй, одно из самых практикоориентированных учреждений – это Коми-республиканский агропромышленный техникум. Сегодня на сельских предприятиях каждый второй специалист – выпускник этой кузницы кадров. А главное, что удалось сделать руководству техникума, так это наладить тесную связь не только с крупнейшими хозяйствами региона, но и с муниципалитетами. Поэтому за судьбу своих выпускников здесь не переживают. Мы сегодня понимаем, что села с тем возрастным, наверное, населением изменить какой-то потенциал в лучшую сторону, но, может быть, сегодня не в силе. Нужна новая, молодежная кровь, которая новые подходы молодежи, новые знания, профессиональные какие-то, новые методики обучения, которые они здесь получают, она должна воплощаться в жизнь. Конечно, радует то, что развивается сегодня наше сельское хозяйство. И очень стремительно развивается животноводческая отрасль. И, конечно, для именно животноводческой отрасли готовим своих выпускников. Это и ветеринары, это и зоотехники, это механизация сельского хозяйства. Это и технологии по переработке молока и молочной продукции, технологии по переработке сельхозпродукции. То есть вот такой огромный перечень, который сегодня востребован на рынке труда, он сегодня нужен в хозяйствах. А еще с прошлого года на базе Коми-республиканского агропромышленного техникума открыли Центр прикладных квалификаций. В образовательном учреждении теперь можно не только получить новую специальность, но и повысить квалификацию. Напомню, подобных центров, работающих на другие отрасли экономики, в республике 7. Светлана Викторовна, вот центры прикладных квалификаций уже доказали свою эффективность? Они не заменяют образование вот в СУЗах? Да, центры профессиональных квалификаций – это новое веяние времени. Мы их стали открывать по указу президента Российской Федерации в 2012 году. Это абсолютно другая форма подготовки кадров. Суть в чем? Что рабочие готовятся по коротким программам на высокотехнологичном учебном оборудовании. Но они абсолютно не заменяют систему подготовки кадров. То есть конкуренции-то нету между СУЗами и вот этими вот центрами? Нет. Во-первых, эти центры созданы как структурное подразделение образовательных организаций, и они ориентированы на взрослое население.
СУЗы, техникумы, колледжи, они ориентированы на выпускников школ. И это программы длительного обучения, когда ученик, выпускник школы 9 класса поступает в техникум, он получает общеобразовательную подготовку, да, условно говоря, аттестат 11 класса, плюс рабочую профессию. А центры квалификации – это подготовка взрослых в короткие программы. Работодатель говорит, мне необходимо научить… То есть по заказу работодателя там ведется правильно. работа? Мне необходимо научить какой-то операции коротенькой. Пожалуйста, сделайте это. Сварка на дуге, электричеством и так далее. Вот вам 10 человек, нам необходимо, чтобы они через месяц умели это делать хорошо и качественно, потому что они будут востребованы на таком-то этапе работы. А платит за это переобучение кто? Платит за это переобучение работодатель. Это по требованию работодателя либо службы занятости. Вот, кстати, 24 миллиарда рублей заложено в отрасль образования Республики Коми. Об этом рассказал в своем докладе 16 февраля Сергей Гапликов, подчеркнув важность системы профессионального образования. Значимую роль в развитии экономики, конечно же, играет система профессионального образования. И нам, как никому, особенно в наших условиях, с учетом нашей истории развития региона, это известно. В республике успешно работают 7 центров профессиональных квалификаций, 2 из которых открыты в 2016 году. И не случайно наш регион на 4-м месте в России в рейтинге трудоустройства выпускников системы среднего и профессионального образования. Высокие результаты своей деятельности показывают и вузы, которые на сегодняшний день стремятся стать инновационными центрами. Светлана Викторовна, вот 4-е место по России в рейтинге трудоустройства. Как вы оцениваете этот показатель? Это достаточно высокий показатель, и нужно понимать, это показатель объективный. Это не наш мониторинг, который мы можем провести, это не анализ работодателей, это данные пенсионного фонда. Суть в чем? Если выпускник системы профессионального образования вышел на работу, то, естественно, он получает первое отчисление, которое регистрируется в пенсионном фонде. И Министерство образования и науки Российской Федерации сделало анализ вот таких вот пенсионных отчислений. Мы выяснили, что наша система профобразования среднего, она крайне востребована. 4-е место по Российской Федерации – это достаточно высокий результат, который говорит о том, что мы правильно и вовремя готовим. 80% трудоустроенных сразу же по окончании обучения. Но при этом мы не забываем, что в 20% у нас попадают те студенты, которые пошли учиться дальше, потому что это среднее профобразование, и плюс те, которые ушли в армию, потому что более 50% у нас молодые люди. И получается, все-таки какой процент остается, который не может найти работу? Он достаточно мал, составляет, наверное, менее 5%. И то это связано иногда с тем, что выпускник планирует либо переехать на другую территорию, либо идет повышать квалификацию изначально, потому что он будет востребован на другом этапе или на другом каком-то рынке труда. Но это очень маленький процент. В последние годы много говорили о переизбытке гуманитарных специальностей. Это юристы, менеджеры. Я намеренно использовал прошедшее время. Вот сегодня эта проблема остается? Проблема переизбытка, наверное, она сейчас не так стоит. Все дело в том, что на рынке труда экономисты ведь крайне востребованы. Востребованы экономисты, которые имеют высокий уровень подготовки и, наверное, изначально где-то уже себя показали, имели так называемое портфолио. По юристам ситуация в республике достаточно выровненная. У нас сегодня только 2 вуза готовят юристов. Это Академия госслужбы и Сыктывкарский госуниверситет. И опять же, если мы с вами посмотрим вакансии по рынкам труда, юристы, экономисты нужны республике. Другое дело, что какого они уровня подготовки, но они востребованы. Вот, кстати, об уровне подготовки и вообще об опыте. Молодого специалиста сегодня не берут на работу, нужен опыт. В то же время государству не хватает специалистов. Так, может быть, не вернуться ли вот к этой системе распределения, которая была еще в СССР? Специалист работает на государство какое-то время после обучения и набирается одновременно опыта. Как вы считаете, вернуться к этой системе, может быть, стоит? Хорошее предложение. И Министерство образования и науки Российской Федерации, являясь органом, который формирует политику в области образования, к этому вопросу неоднократно и в последнее время часто обращается. Буквально на днях мы получили проект закона
об образовании, где сформирована абсолютно новая идея целевого обучения, суть которой в следующем, что если я заключаю целевой договор с работодателем, то по окончании я должна отработать у него определенный период времени. Но при этом работодатель в период моего обучения делает мне некие меры соцгарантий и соцподдержки, которые могут быть в виде стипендии, проезда к месту практики и обратно, прием на практику и так далее. А далее, по окончании, 3 года я у него отрабатываю, а дальше как жизнь покажет. Возможно, мне настолько понравится, что я буду у него работать всегда. А работодателем в этом случае кто может выступать? Государство или вот какие-то частные только компании? Принципиально расширили перечень. Если раньше это были органы исполнительной власти, федеральные, либо субъектовые, республиканские, органы местного муниципалитета, либо государственные предприятия, то сейчас перечень расширен. В законе, в проекте закона написано, что договоры о целевом обучении могут заключать предприятия, понимая, что это могут быть любые предприятия, любых форм собственности. Светлана Викторовна, вот эта инициатива, она бесспорно хорошая, полезная. Она сейчас в проекте еще? Она в проекте. Сейчас в законе есть некие наработки. Этот проект, он, наверное, более точно формулирует вот эти все положения. И нам бы хотелось, чтобы эти предложения были приняты в самое ближайшее время. Ну, то есть сейчас нашу программу смотрят 9-классники, 11-классники. Они могут уже как-то рассчитывать вот на эти все целевые программы? Да, конечно, можно рассчитывать. Но опять же понимаю, речь идет не о целевом приеме, когда у меня есть целевое направление, я поступаю в вуз, а о целевом обучении. Я поступила в вуз, обучаюсь там на 1-м, 2-м, 3-м курсе, приходит работодатель в образовательную организацию и говорит, что ему востребованы специалисты. И уже со студентами вуза заключает такой договор о целевом обучении. Выпускники сегодня нередко говорят, что зря потратили время на обучение. Мол, есть большой разрыв между тем, чему учат в вузах, и тем, что нужно работодателям. Каким образом минимизировать этот разрыв? Давайте узнаем мнение министра образования республики. Утверждение имело место быть 5 лет назад. Всем стало понятно, что серьезно отстает система реальных практик и запросов работодателей по всем направлениям. Для решения вопроса разрыва теоретического обучения и практической подготовки через режим практик это было уже делать невозможно, не хватало реальных знаний. Особенно в инженерном блоке разница достигала 50 лет. Это доказывали предприятия, машиностроение, о том, что действительно большой разрыв в подготовке к содержанию. Но с 2011 года была первая волна, а 3 года назад вторая волна новых федеральных государственных образовательных стандартов. Вузы получили возможность не реализовывать дисциплины, а готовить в соответствии с запросом рынка труда. А рынок труда наконец-то оформил свои профессиональные требования как основа для содержания подготовки. Светлана Викторовна, вот сегодня каждый вуз и СУЗ обязан содействовать в трудоустройстве студентов. Это работа реальная или она вот ведется, что называется, для галочки? Ведь не секрет, что от этого показателя зависит и судьба самого вуза при аккредитации, к примеру. Нет, конечно же, это работа реальная, никак не формальная. Доля трудоустроенных – это показатель работы образовательной организации. Мы же с вами правильно проговорили, да? Как ориентировать качество подготовки? Да, это, конечно же, востребованность специалистов. Поэтому работа, проводимая образовательной организациями, она крайне велика. Начиная с конкретных договорных отношений с работодателями и заканчивая сложной и системной работой со службой занятости. Поэтому, когда мы спрашиваем свои образовательные организации, насколько они готовы сказать, что их выпускники пойдут и найдут себе работы, они практически со 100% гарантией могут говорить о том, какие направления дальнейшей работы у них существуют. Более того, это ведь и показатель выполнения государственного задания. Сейчас вся политика финансирования, она взаимоувязана с государственным заданием. Выполняешь государственное задание, получаешь трудоустройство, тогда ты хорошо работаешь, для этого у тебя есть финансирование. Светлана Викторовна, вот, казалось бы, юристов, менеджеров выпускают достаточно, но, как говорят сами работодатели, найти вот качественного менеджера, юриста не так-то просто. Вот мы берем качеством, но не количеством. Как ведется вот вообще работа по контролю качества за выпускниками? Контроль качества в системе высшего образования
Это компетенция Министерства образования и науки Российской Федерации и определяется таким словом, как аккредитация. Когда мы просматриваем документы вуза, мы видим лицензию, это право ведения образовательной деятельности, и видим аккредитацию. Вот аккредитация, наличие аккредитации по направлению подготовки – это как раз показатель качества подготовки. И трудоустройство там определено. При аккредитации обязательно проверяют уровень знаний и умений студентов на различных курсах. Первый, второй Вот как часто проходит вот эта аккредитация? Аккредитация проходит, как правило, один раз в 4-5 лет. И чтобы получить аккредитацию, нужно обязательно, чтобы университету нужно, или там любому вузу, обязательно нужно, чтобы его студенты были, так сказать, высокий процент студентов был трудоустроен. Правильно понимаю? Конечно. Недаром Министерство образования и науки Российской Федерации ввело вот это понятие мониторинг трудоустройства. Ведь мы с вами определили взаимоотношения по среднему профобразованию, а по высшему ситуация то же самое. Есть сайт специальный мониторинг трудоустройства выпускников. И тоже по данным Пенсионного фонда. И когда выезжает комиссия по аккредитации вуза, этот мониторинг, он тщательно анализируется. Там определена не только доля трудоустроенных, но также какая средняя заработная плата, по каким направлениям подготовки, сколько человек выехало за пределы данного субъекта, потому что считается, что чем выше доля оставшихся в субъекте, тем выше показатель качества подготовки. Хорошо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Мы продолжаем детали дня. Сегодня говорим об образовании в республике. Сотрудники общественной приемной главы Коми провели опрос Республиканского экспертного совета. Вопрос такой. Сегодня все больше людей с дипломами о высшем образовании, но профессионалов во всех сферах все меньше. Почему так происходит? Было опрошено несколько десятков экспертов. Вот основные выводы. Выбор профессии зачастую происходит неосознанно, под воздействием СМИ, чьих-то советов, поэтому полученная профессия не становится нужной для человека. Ряд молодых людей получают образование просто ради образования. Обучение с каждым годом становится дороже, поэтому дети часто поступают в учебные заведения, находящиеся ближе к месту проживания. Реальным заказчиком для системы образования должны стать работодатели, принимая активное участие в формировании учебных программ, проводя мастер-классы, направляя абитуриентов по целевому набору. Порочная практика подушевого финансирования учебного заведения вынуждает руководство избегать отчисления студентов за непосещение занятий и неуспеваемость. У нас на связи заместитель директора в сфере дополнительного образования Усинского филиала УГТУ Ирина Чугункина. Ирина Владимировна, на ваш взгляд, почему сегодня выпускников вузов все больше, но квалифицированные кадры на предприятия найти не так-то просто? На наш взгляд, самым первым и важным фактором является то, что недостаточно сотрудничества между бизнесом и образовательными учреждениями. На самом деле очень много есть направлений сотрудничества, по которым могли бы бизнес и образование сотрудничать. Это оснащение материально-технической базы, это проведение практик, это выделение актуальных данных для дипломных работ и многое-многое другое. Светлана Викторовна, вот вы согласны с мнениями экспертов наших? Не по всем позициям. Давайте начнем с нижней позиции, да, и самой последней позиции по поводу нормативов подушевого финансирования. Да, действительно, сейчас заведено такое понятие, как государственное задание, когда финансирование идет по количеству студентов в образовательной организации. Но нужно понимать, что это не значит, что мы студентов должны держать до последнего, как бы плохо они не учились. Поэтому говорить о том, что эти процессы взаимосвязаны, наверное, не совсем правильно. И в то же время мы понимаем, что если мы 3 года на него тратили 100-150 тысяч в год, а на последнем курсе мы его отчисляем, потому что он не смог сдать какой-либо зачет, то, наверное, здесь тоже не совсем правильная позиция. 300, 350, 400 тысяч рублей, которые будут не востребованы, это неправильно. Нужно идти навстречу. И поэтому Министерство образования и науки Российской Федерации предлагает пересдавать зачеты, погашать академическую задолженность в течение целого года. Наверное, эта позиция, она чем-то как-то определена либо высказана. Теперь в отношении учебы, которая становится все дороже. Но если мы посмотрим динамику цен за последние 5 лет, я думаю, что практически стоимость обучения, она одинакова в течение 5 последних лет. И
позиция тоже есть в этом отношении учредителя, что она может повышаться только на уровень инфляции. Но почему-то мы все думаем, что вузы Санкт-Петербурга либо Москвы дают более качественную подготовку. Это абсолютно неправильная позиция, потому что есть различного рода рейтинги образовательных организаций. И когда родитель помогает выбирать своему ребенку вуз, нужно эти рейтинги не игнорировать, а просматривать. В том числе вот то, о чем мы говорили по трудоустройству, по востребованности кадров, по аккредитации и по тому, какие преподаватели работают. Сейчас есть такое понятие, как информационная открытость образовательной организации. И если мы выйдем с вами на сайт любого вуза, мы увидим все, начиная от того, какие программы, сколько часов, кто преподает, куда они пойдут на практику. Нужно ориентироваться на вот эту информационную открытость. Светлана Викторовна, вот сказали, родители выбирают. Это, кстати, вот одно из мнений нашего эксперта, когда за самого ребенка выбирают там родители, там какие-то знакомые, он опирается там на мнение средств массовой информации и выбирает профессию, которая ему не нужна. Она, вот, в том числе диплом о высшем образовании, который ребенок не хочет получить, но хочет пойти там, не знаю, там, электриком работать. А родители заставляют его идти там, на того же юриста, менеджера. Как с этим-то быть, как вы считаете? Да, существует такая, может быть, порочная практика, когда родители пытаются навязать свою идею, свою мысль. Иногда в том случае, даже когда они не смогли себя где-то реализовать, а вот у ребенка должно это получиться. И поэтому мы сейчас завели в школах очень хорошую практику, так называемую ярмарку профессий или профессиональные пробы, когда мы предлагаем детям, школьникам 5-9 классов попробовать руками ту либо иную профессию. Они приходят либо в учреждение профессионального образования, техникум, колледж, либо к ним приходит техникум, колледж. И они руками пробуют создать какое-то творчество швейное, кондитерское, поварское. Кому-то это нравится. Поэтому я думаю, что сейчас есть альтернативная форма профориентационной работы. Светлана Викторовна, ну и последний вопрос. На ваш взгляд, как все-таки стать настоящим профессионалом, а не просто человеком с дипломом там, о высшем, о среднем образовании? Нужно понимать, где ты будешь нужен. И, кроме того, нужно понимать, что учеба должна в течение всей жизни. Мы сейчас говорим о том, что кадры нужны всегда, но кадры нужны высококвалифицированные, и поэтому взрослые должны учиться всю жизнь. Светлана Викторовна, спасибо за участие в программе. Сегодня мы говорили о проблемах и перспективах профессионального образования в республике. Это была программа «Детали дня». Всего доброго.